Селям алейкум, хайрлы шамлар, сайгылатыр телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Сізлер үшін мен Гульсум Халилова Чалшам. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это Владислав Селезнев, полковник запасу, военный обозреватель. Пане Владиславе, витаю вас. Селям алейкум. Алейкум ассалям и слава Украине! Героям слава! Пане Владиславе, я бы хотела начать, конечно же, с последней ситуации на фронте. Стало известно, что в Донецкой области украинские герои, вооруженные силы Украины, освободили очередное село от российских оккупантов. До этого сообщалось о том, что украинские вооруженные силы в окрестностях Бахмута продвинулись порядка на 1600 метров, если я не ошибаюсь. Российская Минобороны и непосредственно Шойгу говорили о том, что Украина уже начала контрнаступление, но якобы понесла там очень огромные потери. И даже выступил Путин и сказал, что всем понятно, что когда идет там наступление, на потери на их стороне больше и так далее, но в этот раз в разы больше Украина понесла якобы потери и так далее. Ну, очередное ИПСО закидывает российский Генштаб, российская Минобороны, но мы так понимаем, что контрнаступление еще не началось. Гульсум, кто, как не вы, знаете, что Путин брешет всякий раз, только лишь открывает рот. Очевидно, что и в этот раз ничего нового не произошло. Дело в том, что я готов сейчас открыть маленькую военную тайну. Дело в том, что российский генеральный штаб до сих пор не знает, где начнется масштабное украинское контрнаступление. Обратите внимание, как он нервно перемещает свои силы и средства, в том числе сейчас снимает своих десантников с Херсонского направления, отправляя затыкать дырки на иных участках фронта. Где украинская армия перейдет в контрнаступление? В районе Васильевки? Не факт. А где-нибудь в районе Угледара? Тоже не точно. А может быть, украинская армия перейдет в контрнаступление в районе Авдеевки и Марьинки, пытаясь освободить в этом движении Донецк от российских оккупантов? 9 лет, даже больше, украинский Донецк находится под контролем российской оккупационной армии. А может быть, контрнаступление будет в районе Бахмута-Солидара? А может быть, на Луганском направлении? Путин не знает, Путин нервничает. И еще более нервно ведут себя российские генералы, потому как они не знают, где именно и когда именно украинская армия перейдет к контрнаступлению. Но даже сейчас, когда украинская армия пытается проводить разведку боем, Россия несет потери. Она теряет свои передовые рубежи и позиции. Ну, во-первых, исходя из своей абсолютной бестолковости, россияне уничтожили дамбу в районе Новой Каховки, и в результате воды Каховского водохранилища затопили все рубежи и позиции российских оккупантов, которые были вырыты в течение полугода. Россияне там рыли окопы, размещали свои минометные установки, с помощью которых разносили в щепки Херсон и его окрестности. Теперь этих окопов нет, они замолены мулом из Херсонского водохранилища, и восстановить эти окопы невозможно. Россияне вынуждены оттянуть свои минометные подразделения немного далее. Это ни в коем случае не оставляет в покое жителей Херсона и его окрестностей, потому как россияне там имеют достаточное количество артиллерии, и в том числе дальнобойной артиллерии, поэтому риск для жителей Северо-Херсонской области существует. Но россияне по-прежнему находятся в том самом состоянии, когда они не понимают, где, когда будет нападать украинская армия, которая придет, чтобы освобождать свои земли от российских оккупантов. Вспомним наш Крым. Зачем россияне роют окопы на территории Черноморского и Сахского районов? Мол, российские пропагандисты заявляют, таким образом они готовятся отбивать морскую десантную операцию, которую может организовать украинская армия. Я задаюсь вопросом, а какими силами и средствами украинская армия может провести морскую десантную операцию? Вот вы знаете, пане Владислав, для меня тоже это реально загадка. Зачем они роют окопы, выстраивают эти противотанковые ежи, вот эти, как это, зубы дракона, да, пирамиды, там окопали просто огромнейшие траншеи на западном побережье Крыма, и у меня просто не поддается логике их действий, потому что неужели они ждут, что украинские военные собираются высаживать десант на северное и западное побережье Крыма? То есть непонятно вообще. У меня есть одно логическое объяснение. Я не знаю, возможно, вы согласитесь, это вот просто оккупационному руководству полуострова нужно показать, что они хоть что-то
делают. И когда они потерпят поражение, они скажут, ну мы же вот что-то делали, Мы мы там старались, и мы готовились, мы что-то делали, старались, да? мы вот делали окопы там, или же бюджет отмывают. Ну просто я ищу Ты логику, мне вообще непонятно. абсолютно четкое и замечание попадания в десяточку, если мы ведем речь про стендовую стрельбу. Очевидно, что российский гауляйтер, в том числе Сергей Аксенов, небезызвестный, таким образом, отмывает деньги из российского бюджета, потому как создание тех инженерных и фортификационных сооружений у кромки воды – это напрасное использование средств. Окопы со временем воды Черного моря слижут, сравняется линия горизонта, а бетонные эти пирамидки, толку от них никакого. Мы их уже видели в деле и понимаем, что результативности от них никакой нет. Больше, если мы подумаем, вот представим себе, что Украина решила провести морскую десантную операцию. Нам для этого необходимы силы как минимум 6 бригад. 6 бригад переместить морем, для этого необходимо, для одной бригады необходимо, я так думаю, ну, как минимум 6, может быть 8, а лучше 9 больших десантных кораблей. В составе военно-морских сил Украины в свое время был один большой десантный корабль Константин Ольшанский. С 2014 года он находится в российском плену в Севастополе, и каких-либо перспектив вернуть его нет. Буквально вчера появилась информация, что его перегнали на одно из подразделений в самом Севастополе, планируют его пускать под нож, резать фактически. То есть БДК Ольшанский мы потеряли. И очевидно, что иных сил и средств, чтобы переместить огромное количество бронетехники, вооружения одномоментно у Украины нет. Но тем не менее, россияне эти деньги, выделяемые на создание инженерных и фортификационных сооружений, активно пилят. Я тут в качестве примера хочу вспомнить Белгородскую область и местного губернатора Гладкова. Он месяц назад рассказал о том, что потратил 10 миллиардов рублей на создание так называемой засечной межи, линии фортификационных сооружений, которая должна была, по идее, забетонировать границу между Белгородом и Харьковом. В результате представители РДК и Легиона Свободы, повстанческих организаций из числа российских граждан, беспрепятственно пересекают госграницу, вели боевые действия на территории Краеворонского района, сейчас ведут боевые действия в Шебекинском районе. Никакая засечная межа им не мешала. Я спрашивал ребят, а есть межа? Они говорят, не, мы не видели. Что получается? 10 миллиардов гривен всему свое время, 10 миллиардов российских рублей были просто банально украдены. Нет ни инженерных, нет ни фортификационных сооружений, но и, соответственно, есть представители повстанческих структур, тех самых структур, которые своими действиями с оружием в руках демонстрируют российскому сообществу, что с путинским режимом можно и нужно бороться, потому что пока Путин находится на троне, перспектив у России нет никаких. А Мгм. с Путиным во главе Российская Федерация уверенно движется в пропасть. Ну вот, кстати, еще по поводу подрыва Каховской гидроэлектростанции стало понятно, да, что это очередная попытка российских оккупантов воспрепятствовать силам обороны Украины форсировать, как они понимают, Днепр, да, через систему островов Херсона. Но ведь это же тоже, насколько я понимаю, такая ну, очень странная с их стороны тактика и странное действие, потому что чтобы форсировать Днепр и перевести туда необходимое количество войск, вооружения и техники, это тоже с технической точки зрения было бы сложно. И здесь тоже вот это действие с подрывом ГЭС, оно не поддается логике. Кольцов, я предлагаю начать с цифр. Расстояние между правым и левым берегом Днепра в этой части течения самой большой реки в нашей стране 1000 метров. Соответственно, необходимо наводить понтонно-мостовую переправу, а лучше несколько. До того, как россияне подрывали 4 моста, которые соединяли левый и правый берег, 2, соответственно, автомобильных и 2 железнодорожных, сообщения между левым и правым берегом Днепра были стабильными. И можно было переместить через эти мостовые переходы порядка 25, может быть, даже 30 тысяч личного состава украинских сил обороны, которые необходимы для того, чтобы реализовать план по деоккупации юга Херсонской области. Меньше нереально. Соответственно, к этим 30 тысячам украинских военнослужащих необходимо переместить огромное количество бронетехники.
артиллерийских средств, снарядов и иных составляющих военной логистики, которые крайне необходимы для того, чтобы обеспечивать ежедневные, ежечасные фактически нужды украинских военнослужащих, которые будут проводить активные боевые действия под оккупацией юга Херсонской области. Мосты уничтожены. Понтонно-мостовые переправы навести при условии, что россияне имеют на юге нашей страны не только огромное количество артиллерийских средств, буквально еще одна цифра, 1000 ствольной реактивной артиллерии россияне сосредоточили только на юге Запорожской и на юге Донецкой областей. Огромное количество артиллерии, огромное количество боеприпасов к этой артиллерии. Если мы посмотрим с вами на временно оккупированный Крым, то там на военных аэродромах сосредоточено примерно 60 штурмовых вертолетов и 90 штурмовых самолетов. То есть, соответственно, как только украинская армия перейдет в контрнаступление, вся эта воздушная мощь российской армии будет использована по назначению. Именно Мгм. поэтому постоянно наши лидеры говорят, обращаясь к нашим западным партнерам, о необходимости усиления системы противовоздушной обороны. Нам необходимо очень много систем ПВО. Президент Зеленский, рассказывая про комплекс Патриот, говорил, 2 батареи – это очень хорошо, но нам нужно минимум 20, чтобы закрыть небо на территории Украины. Нам необходимы современные многофункциональные боевые платформы F-16, чтобы небо на территории Украины было надежно закрыто. Пока у нас нет ни 20 систем Патриот, нет ни самолетов F-16. Да, это перспектива конца этого года, возможно, начало будущего года, а война идет сейчас. И если мы продолжаем тему ГЭС, и мы еще вернемся к необходимому количеству вооружений и к предоставлению нашими западными партнерами его, насколько оно достаточно и прочее. Но вот хочу обсудить все-таки с вами еще подробнее историю с ГЭС и с подрывом Каховской дамбы и чего ожидали от этого российские оккупанты, потому что больше всего ведь пострадала левая часть Херсонской области. И это самое страшное. Соответственно, Россияне, их линия обороны, первая линия обороны. ага, да, они потеряли первую линию обороны. Причем в этих залитых водой окопах в том числе остались российские чмобики, которые не успели убежать. Но Мгм. и пострадали мирные жители, и как левой части Днепра, так и правой части. В результате есть пострадавшие, есть погибшие люди, есть огромный материальный ущерб для жителей Херсонщины. Утерян фактически большая часть урожая сего года. И на долгие-долгие годы Херсонская область превращается в безводную пустыню. Ведь восстанавливать Каховскую дамбу очень сложная история, она займет очень много времени. Говорят, последствия этого экоцида, а фактически Путин и его генералы создали прецедент масштабной атаки, которая привело к экоциду. Весь мир будет разгребать в ближайшие несколько десятилетий. Страшная статистика и страшные последствия. Очевидно, что в таких условиях мул, ил, который остался на берегах Днепра, он не позволит не просто перемещаться там бронетехники, просто человеку перемещаться по этим замыленным полям будет крайне сложно. Но я не думаю, что это остановит, например, от действий украинских разведчиков, наших Мгм. вовкулаков, которые и сейчас действуют глубоко в тылу врага, ищут их объекты, дают целеуказания для нашей артиллерии, для нашей авиации. Ну, а, соответственно, дальше включается в работу украинские армаши, украинские летчики, которые наносят прицельные удары по важным военным объектам на юге Херсонской области. Кстати, если мы с вами обратим внимание на тенденцию действия российской оккупационной армии на фоне перемещения десантников с территории юга Херсонской области на иные рубежи и позиции, россияне продолжают активно рыть окопы ближе к Крыму. Район Червоного Чабана, район Ставков, район Чаплынки, Каланчака, Великих Капанів. Там россияне создают новые линии окопов. Почему? Потому что они не уверены, что те линии окопов, которые сооружены недалеко от Днепра, смогут удержать украинское контрнаступление. Поэтому вновь и вновь я повторяюсь, что бы россияне ни делали, какие бы они ресурсы не использовали для того, чтобы максимально замедлить украинское контрнаступление, им это не поможет. Слишком серьезный уровень мотивации и достаточно высокий уровень военно-технического обеспечения украинских сил Мгм. обороны, чтобы какая-то там российская армия была способна противостоять нашему движению вперед.
Но вот еще с другой стороны, знаете, вот складывается такое впечатление, что с подрывом Каховской гидроэлектростанции, дамбы Каховской гидроэлектростанции, вот этими действиями они уже, российские оккупанты, понимая, что неизбежно контрнаступление вооруженных сил Украины и ее успешное проведение, отказались от левого берега Херсонской области и отошли дальше. И здесь еще очень интересный вопрос возникает. Такое впечатление, что они автоматически уже готовы отказаться и от оккупированного полуострова Крым. Ведь основным фактором, почему они полезли, да, на южную часть материковой Украины, изначально они что говорили? Вот, Северокрымский канал, Россия совершает там геноцид российского народа на территории Крыма, мы освобождаем юг Украины, чтобы пустить воду в Крым через Северокрымский канал, мы такие освободители, мы такие молодцы. И что в итоге Северокрымский канал сейчас начнет мелеть из-за того, что они подорвали ГЭС, и Каховский резервуар практически опустошен. Да, очевидно, в 2015 году американский генерал Бен Ходжес э, говорил следующее. Генерал Бен Ходжес в свое время командовал войсками США в Европе. Очень уважаемый и известный ныне военный эксперт. Он тогда в 2015 году говорил, россияне будут пытаться пробить сухопутный коридор, который будет соединять временно оккупированный Донецк с временно оккупированным Крымом. Россияне будут пытаться пробить коридор к Днепровской воде, потому как им крайне важно было обеспечить технической питьевой водой население Крыма. Причем население Крыма во вторую очередь, а в первую очередь огромный военный контингент, который находится на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. Более 30 тысяч российских солдат на пике своих возможностей находилось в Крыму. Я думаю, сейчас немного меньше, потому что в настоящее время Крым это вовсе не оздоровительный центр, не рекреационная зона, это большая военная база, такой себе непотопляемый авианосец. Россияне натянули на нашу землю огромное количество техники, разместили огромное количество личного состава, ракеты, бомбы, авиация. Все это предназначено для того, чтобы обеспечить контроль над Крымом в перспективе. Поможет ли это россиянам? Нет, не поможет. И то, что россияне сейчас, не обращая внимания на сопутствующие потери, уничтожают все и вся, отступая, прижимаясь чем ближе к крымским перешейкам, свидетельствует о том, что у них нет уверенности, что их хватит ресурсов, хватит возможности удержать под контролем юг Херсонской области, юг Запорожской области. Да, они будут биться за Крым, но смогут ли они удержать Крым? Они также в этом сомневаются, потому как иначе, если бы не сомневались, они бы не стали вывозить шифровальное оборудование и архивы с территории Крыма и Севастополя. Мгм. Они не стали бы организовывать и составлять списки на эвакуацию жителей Крыма, так называемых панаехов, представителей оккупационной власти, местных гауляйтеров. Если вы так уверены, что Крым с вами навсегда, то смысл вам вывозить своих граждан? Но они не уверены в этом. Если россияне еще недавно рассказывали, что Херсон и Россия вместе навсегда, то почему ныне российская авиация, российская артиллерия фактически стирает с лица земли областной центр? Значит, у них нет никакой уверенности в том, что они смогут вернуться в эти города. Логика в действиях путинских солдат, японских генералов, она весьма-весьма нерациональна. То есть они, как, знаете, как ищут цыганское счастье. Да, пусть простят меня ромалы, но вот украл и счастлив. Мгм. Это, к сожалению, не про долговременную политику, направленную на то, чтобы прийти в регион, обустроить его, создать там хорошие условия для жизни, создать из этого региона витрину. Ведь с пропагандистской точки зрения это же очевидно. Создайте витрину из тех регионов, которые вы захватили. Пусть иные жители увидели, что оккупанты пришли и сделали что-то хорошее. Нет. Оккупанты приходят не для того, чтобы сделать что-то хорошее. На то и называются они оккупантами. Они приходят, чтобы убивать, грабить, насиловать, воровать, забирать то, что им до сердца и до души, совершенно не обращая внимания на сопутствующие потери. И, к сожалению, наш любимый, наш цветущий Крым, я думаю, ожидает такая же судьба в перспективе. Мгм. Россияне во время бегства взорвут все, что можно взорвать, украдут все, что можно украсть, и превратят в пепел все, что можно сжечь.
Поэтому после деоккупации Крыма нам с вами предстоит еще очень много сделать в рамках стабилизационных мероприятий. Это и разминирование территорий, это и работа с крымскими коллаборантами, это и поиск диверсионно-разведывательных групп, и это восстановление. Восстановление нашего некогда цветущего Крыма, потому как после бегства путинских солдат Крым превратится в выжженную землю. На землю. Такие примеры мы видели неоднократно. Мы видели, что сделали россияне во время бегства из Бучи, из Гостомеля, Ирпеня. Мы видели, что они, во что они превратили Изюм, иные населенные пункты на территории Харьковской области. Мы видим, что они сотворили с Солидаром и Бахмутом. И, к сожалению, иного пути, нежели уничтожение путинской армии, у нас нет. Чем скорее мы превратим в пепел путинских оккупантов, которые с оружием в руках пришли на нашу землю, тем скорее вернется мир на нашу многострадальную землю. То есть вы думаете, что по Крыму вот эту тактику выжженной земли они все-таки будут применять по полной? Да. С одной стороны, я очень внимательно слежу за заявлениями Бена Ходжеса, я его уже Мгм. упоминал. Он говорит, логика украинских сил обороны должна быть абсолютно прозрачной и очевидной. В первую очередь, мы, используя дальнобойные ракеты, например, Storm Shadow, должны уничтожить Крымский мост, дабы россияне остались голые боссы и не получали все необходимое в рамках военной логистики. Затем нанести точечные ракетные удары по всем военным объектам на территории Крыма. Тут наши коллеги-журналисты исследовали все военные объекты в Крыму, выявили постоянно на этот день, по-моему, 223 военных объекта. Я общался с ними, они говорят, вполне вероятно, что этих объектов может быть примерно 500. Вы только представьте масштаб, сколько военных объектов на территории Крыма. Безусловно, есть более важные объекты, есть менее значимые, но то, что все ключевые объекты, базы, арсеналы, места сосредоточения путинских солдат, места размещения вооружения, техники, боеприпасов должны быть уничтожены, это очевидно. Необходимо уничтожить также центры принятия решений, командные пункты, пункты управления и связи. И без связи путинская армия превращается просто в какое-то там э, сборище вооруженных людей, которые не в состоянии организовать такое системное сопротивление. Поэтому нам есть над чем работать, но просто нужно принять как данность. Россияне грабят. Вспомните, что они сделали с Херсонским краеведческим музеем, с Херсонским художественным музеем. Я успел побывать увидеть экспозиции этих уникальных музеев в областном центре. Постоянно на сегодняшний день от этих музеев остались одни стены. Все самое ценное, самое важное россияне украли, вывезли во время бегства из Херсона осенью минувшего года. Пане Владиславе, а правильно ли я понимаю, что для того, чтобы осуществлять атаки на военные объекты российских оккупантов на территории полуострова дальнобойным вооружением, нам нужно как минимум выйти на административные границы с Крымом или нет? Не обязательно «Хаймарсы» способны действовать на расстоянии до 80 километров. Только мы приблизимся к крымским перешейкам, значит, мы будем держать под контролем север Крыма до Джанкоя включительно. А Мгм. ракеты Storm Shadow и их французские и немецкие аналоги способны преодолевать расстояние 250 километров. Топовые модели до 500 километров. Боевая часть этих ракет примерно 450 килограмм. Вы только можете представить, насколько высокоточное, очень эффективное оружие, которое способно преодолевать любую, даже самую современную российскую ПВО, может принести полезных вещей. Мгм. Потому как, например, недавние взрывы на территории военного аэродрома в Мариуполе, когда был уничтожен подземный командный центр, фактически бункер путинской армии, это свидетельство того, что бомбы способны находить и уничтожать врага не только на земле, но и под землей. И это очень важный фактор, который, безусловно, будет способствовать тому, что мы сможем А иметь достаточно количество. ограничений по применению этого вооружения у нас нет? Наши западные партнеры настаивают на том, чтобы мы эти ракеты не пускали в направлении Москвы. А все остальные Жаль. территории, законные территории Украины, эти ракеты могут использоваться по предназначению, поэтому как очевидно. Почему, собственно говоря, я так акцентирую внимание на этих ракетах? С помощью этих ракет формируется поле будущей битвы. Ну, очевидно, что наше наступление будет тем более эффективным и менее затратным,
там, где путинская армия понесет критичные потери. Каким образом создать эти критичные потери? Путем активного использования артиллерии, высокоточных ракет, реактивных систем залпового огня класса «Хайперс». Враг, который потерял большую часть своей живой силы, который лишился техники, боеприпасов, вооружения, он, соответственно, не может оказывать серьезное сопротивление, а значит, контрнаступление наше будет бескровным и очень продуктивным. Тут есть очень важный момент вот, в контексте той информации, которую мы с вами постоянно слышим, мол, украинская армия уже перешла в контрнаступление. С одной Мгм. стороны, очень много сообщений от путинских пропагандистов, достаточно четко озвучивают свою позицию наши западные эксперты, которые говорят, да, украинское контрнаступление идет. И мы видим, как мало информации от наших официальных спикеров. Я понимаю логику таких решений. Наши официальные спикеры боятся навредить украинским воинам, которые с оружием в руках освобождают нашу землю. Ведь мало освободить тот или иной населенный пункт. Необходимо на территории этого населенного пункта закрепиться, подтянуть артиллерию, дождаться прибытия танков, подтянуть систему противовоздушной обороны, зарыться в землю для того, чтобы враг, пытаясь контратаковать, не смог выбить наши передовые подразделения с тех позиций, которые они уже заняли. Безусловно, это занимает некоторое время. И все мы ждем хороших новостей, они обязательно будут, но необходимо выдержать ту самую паузу. Я к чему поднял этот вопрос? Во время одного из интервью, вы его вспоминали, Путин заявил, мол, украинская армия несет огромные потери, которые Да-да. кратно больше, нежели это ну, допустимо. Мол, атакующая сторона всегда несет потери 3 к 1, в 3 раза он больше. Да, сказал. 3 к 1. Мол, украинская армия несет кратно большие потери. Нет. Украинская армия несет потери, но все это происходит в рамках достаточно серьезной и очень эффективной многоходовочки. Когда наши воины на Брэдли и э, леопардах пошли вперед, россияне подумали, что это вот то самое украинское контрнаступление. Они вскрыли все свои артиллерийские позиции на этом участке фронта. Начали использовать артиллерию, нанося очень массированный, очень мощный артиллерийский удар по нашим подразделениям, которые пошли в атаку. Мгм. В результате этой атаки в наших рядах есть потери среди личного состава. Они не настолько велики, как об этом говорит Путин, но они есть. Жизнь каждого нашего воина, она, безусловно, бесценна и важна. Очень много раненых наших военнослужащих было в результате этой атаки. Но в рамках контрбатарейной борьбы те самые артиллерийские позиции противника, которые были задействованы в нанесении огневого поражения, они были уничтожены. Если мы с вами посмотрим на сводку от Украинского генерального штаба за минувшую неделю, огромное количество уничтоженных артиллерийских средств, средств противовоздушной обороны, спецсредств, а это в первую очередь станция радиотехнической борьбы и иная техника, в том числе автомобильная техника. То есть на вскрытые позиции, по вскрытым позициям врага был нанесен удар реактивными системами э, класса Хаймарс и высокоточными артиллерийскими снарядами класса Эскалибур. И фактически артиллерийские средства врага, которые находились на этом участке фронта, смешались с землей. Почему сейчас мы время от времени видим сообщение о том, что украинская армия продвигается, причем достаточно высокими темпами, а россиянам нечем там противостоять украинской армии. Да, Мгм. они сейчас нервно, поспешно пытаются переместить свои резервы на этот участок фронта, но это все занимает время. И в то время, пока Россия не перемещается, наши закрепляются на новых рубежах и позициях. Ну а дальше будет этот механизм повторяться. Будут Ну, выявляться вражеские рубежи и позиции, и будет вражеская артиллерия превращаться в пепел. в этом аспекте мне абсолютно понятно, почему нет сообщений, огромного количества сообщений от Генерального штаба Украины, Министерства обороны и прочее, потому что информационная тишина, она очень важна. И сегодня все граждане Украины, это и журналисты, и абсолютно все должны понимать ответственность, которую мы сегодня несем, в первую очередь как люди, которые заинтересованы в победе и в успешном проведении контрнаступательной операции Украины. И поэтому здесь, мне кажется, каждый гражданин Украины, вне зависимости от его профессиональной деятельности, должен вот эту ответственность, да, информационной тишины в том числе сохранять. И речь идет не только о каких-то размышлениях, идеях и так далее относительно контрнаступления, это в том числе и речь идет об атаках на Киев и видеороликов, и видео, которые там снимают ряд вот, жителей столицы, в том числе с вот,
Это просто чудовищное видео, да, где видно противовоздушную оборону Украины, откуда и как она работает. И слава богу, что с каждым днем таких видео становится все меньше и меньше. И все-таки мы должны в этом аспекте быть очень сознательными и сохранять информационную тишину. И нехотя даже, как часто бывает, к сожалению, некоторые помогают российским оккупантам, хотя этого не понимают, не хотят, конечно же, но это играет на руку российским оккупантам, поэтому очень важно сохранять информ-тишину и вот ощущать вот эту ответственность гражданина Украины. Безусловно, хотя крайне сложно держать себя в рамках приличия и этики, когда в результате одной из ракетных атак прилетают осколки от ракеты по автомобилю, который я еще в свое время вывез из Крыма. Безусловно, потеря очень неприятная, но было бы здоровье, да, восстановим, не то, что повреждено вражескими ракетами. Главное, что все были живы, здоровы, обращаясь к нашим зрителям, я могу совершенно четко определить следующее. К сожалению, путинская армия имеет ракетный и дроновый потенциал. А это значит, что ракетные и дроновые атаки будут и далее продолжаться. Точно так же, как украинская армия формирует поле будущей битвы, так и российские оккупанты, пытаясь с помощью ракетного террора уничтожить максимальное количество военных объектов. Да, они не обращают внимания на сопутствующие потери. Поэтому часто их ракеты летят совсем не на военные объекты, они прилетают в дома обычных жителей нашей страны. Собственно говоря, куски ракеты, которые прилетели в капот моего автомобиля, они, собственно говоря, точно летели, не военный объект. Они где-то по дороге потерялись. И тут мы должны быть ответственны прежде всего перед самим собой. Только слышим сигнал воздушная тревога, мы должны отправляться в укрытие. Потому как именно укрытие способно сохранить нашу жизнь и здоровье. Ну а имущество восстановим, починим, отрихтуем, покрасим. Это уже вторично. Важно нам держаться вместе, понимать, что враг очень опасен, враг ведет себя крайне подло, враг не обращает внимания на жертвы среди мирного населения нашей страны. И у нас не остается иного пути, как, встречая врага, который пришел на нашу землю с оружием в руках, уничтожать его. Потому как Путин и его окружение все еще живут в мысли, что не сможет уничтожить Украину как государство, а украинцев, ну, я обобщаю, все мы граждане Украины, как составляющие народов нашего мира. Поэтому вместе и к победе. Относительно снарядного потенциала России, у них есть ракеты, есть снаряды, потому что они их производят, или это еще вот огромное количество снарядов, ракет и прочее, которые остались у них там от Советского Союза и лежат там в их арсеналах? Ольсум, и то, и то. Украинская разведка сообщает, что ежемесячно российская промышленность способна изготавливать 67 ракет. Из Мгм. них 35 ракет класса «Калибр» — это морского базирования. И их россияне в последнее время в основном запускают из района траверза мыса Апук. Вы знаете, это получается у нас правая часть, если мы смотрим на карту. Соответственно, э, соответственно, мы должны с вами понимать, я прошу прощения, у меня входящий звонок. Сейчас я отобью его. Мгм, не страшно, Сейчас, секунду. не страшно, мы подождем вас. Да-да-да, Да, сейчас, мгм, вижу. секундочку, да-да. Так, сейчас. Я начну сначала фраза. Да. Российская военная промышленность способна ежемесячно производить порядка 67 ракет в месяц. Из них 35 ракет это морского базирования класса «Калибр». В основном россияне запускают эти ракеты с носителей из траверза мыса Апук. Почему? Россияне прячутся, они боятся ближе подходить к западному побережью Крыма, потому как опасаются наших ракет класса «Нептун», класса «Гарпун». Поэтому запускают именно оттуда ракеты. И российская промышленность способна изготавливать ежемесячно 35 ракет такого типа. Еще Ну вот российская помните, промышленность... извините, я вас перебила, вот некоторое время назад, ну, была определенная тенденция, да, то есть мы замечали, что они атакуют там массово ракетами по понедельникам, условно был такой период, и с промежутком в 3-4 недели, то есть раз в полтора месяца, либо в месяц раз. Но в последнее время мы видим, как интенсифицировались ракетные атаки, массовые ракетные
ракетные атаки, и практически вот несколько недель назад было каждый день, каждую ночь атаковали дронами, атаковали ракетами и прочее. Если до этого такие ракетные обстрелы с промежутком в месяц-полтора объясняли тем, что есть санкции, да, России необходима поставка необходимого количества комплектующих, там, запчастей и так далее с Запада, и нарушена логистика, им нужно время через обходные там схемные пути доставлять это все Россию, поэтому это занимало определенное количество времени, то сейчас как это объяснить? Дело в том, что часто есть такое выражение, звучит оно так. Правила для того и придумать, чтобы их нарушать. К Мгм. сожалению, путинская Россия научилась обходить санкции. И в настоящее время российская промышленность имеет возможность получать в обход санкций те самые необходимые элементы для производства высокоточных ракет. Я повторюсь, ежемесячно Россия способна изготавливать 35 ракет морского базирования «Калибр», 25 воздушного базирования класса Х-101. Ежемесячно россияне способны изготавливать 5 «Искандеров» и 2 ракеты класса «Кинжал». Достаточно серьезная мощь. С учетом того, что россияне постоянно миксируют ракетные атаки с дроновыми, дроны постоянно поставляются из Тегерана в Москву и далее уже распределяются на разные военные объекты. Тот самый темп ракетного и дронного террора, он достаточно высокий. Если мы имели в апреле месяце определенное затишье в части использования россиянами ракет и дронов, то май очень мало дней, когда не случались те самые дроновые ракетные атаки. Мгм. Кроме того, Россия имеет немалый запас еще со времен Советского Союза ракет комплексом ПВО С-300. По тактико-техническим характеристикам эти ракеты должны работать по воздушным целям. Но россияне их перестроили на алгоритм использования поверхность-поверхность. И все прифронтовые территории нашей страны, в первую очередь от этих ракет страдают жители Запорожья, жители Херсона, жители Харькова в первую очередь. Россияне эти ракеты используют для того, чтобы реализовать ту самую тактику ракетного террора. Коварство этих ракет состоит в том, что они летят по баллистической траектории. Их крайне сложно вычислить и еще более сложно уничтожить. Единственный комплекс, который способен делать это с максимальной эффективностью, комплекс Patriot. Но у нас таких батарей всего лишь 2. Соответственно, мы не имеем возможности закрыть с помощью этих 2 батарей всю территорию Украины. Не просто так президент Зеленский, обращаясь к нации, говорил, что нам необходимо как минимум 20 систем Patriot для того, чтобы более надежно закрыть небо на территории нашей страны. Мгм. Помним, Украина наибольшая по площади страна в Европе. То есть вы думаете, что вот такие ракетные обстрелы, они будут продолжаться с еще большей Да, интенсивностью? Мгм. россияне понимают, что тактика ракетного террора приносит им определенный дивиденд. Это и напряжение в украинском обществе, это и невозможность развернуть стабильное производство тех или иных составляющих для нужд украинской армии непосредственно на территории Украины, потому как все эти производства будут находиться постоянно в зоне риска. Это и совершенно очевидно, что усложнение нашей логистики, потому как ракета прилетает не только по объектам военной инфраструктуры, они пытаются целиться и в транспортную инфраструктуру, разрушая наши крупные узлы железнодорожных. То есть действует абсолютно рационально, Мгм. максимально пытаясь замедлить подготовку к украинскому контрнаступлению, как и само украинское контрнаступление. И тут очевидно, что мы можем только лишь надеяться на наших операторов систем противовоздушной обороны, но и своевременные поставки тех самых ракет, которые необходимы. Ведь мы имеем уникальные системы и Patriot, и RST, и SAMPTI, и скажем так, комплексы меньшего радиуса действия, но они, во-первых, дешевле, а во-вторых, они не менее эффективны. То есть есть над чем работать, есть к чему стремиться, и тут, в принципе, работать должны все, закатив рукава, начиная от президента, нашего дипломатического корпуса, ну и, соответственно, тех специалистов, которые непосредственно на боевых постах дежурят, закрывая небо на территории нашей страны. Потому Мгм. как враг опасен, враг имеет ресурсы, и он эти ресурсы, ракетные дроны, будет постоянно использовать на всю глубину нашей страны. Очевидно, что Украина уже много месяцев, да, готовится к контрнаступлению, к успешному контрнаступлению. И не секрет, что Россия тоже наверняка к этому готовится.
И, как говорили многие военные аналитики, именно для того, чтобы ослабить российские вооруженные силы, проводится вот эта операция на Бахмутском направлении, где просто российские силы и российскую живую силу, российскую технику и так далее, вооруженные силы Украины выжигают. И Россия в данном случае оказалась в том же Бахмуте, да, в Цукцванге, когда она оттуда не выйти, не уйти, оттуда просто не может. Вот как вы оцениваете действия вооруженных сил Украины в Бахмуте? Насколько это ослабило российские вооруженные силы и сделало ее еще более слабой перед предстоящей операцией ВСУ? 100 тысяч убитыми и ранеными. Это информация, которую озвучил президент США Джо Байден. И я уверен, что Джо Байден является одним из наиболее информированных должностных лиц на нашей планете. 100 тысяч россияне потеряли под Бахмутом. Да, безусловно, абсолютно большинство это российские вчерашнего языка, наемники из частной военной компании «Вагнер». Но там воевали российские спецназовцы, российские десантники, российские мотострелки, и они точно так же входят в маркировок этих потерь. Почему? Потому как путинская пропаганда сама себя загнала в угол. Она решила, что Бахмут крайне важен для поддержания боевого морального духа жителей Российской Федерации, и начала рассказывать о том, что, мол, Бахмут – это чуть ли не второй по значимости город на территории Украины после Киева. Российский люд в это поверил и стал требовать результатов от российской армии. Ведь 20 лет российская пропаганда рассказывала, что российская армия, часто так слово звучит, российская, является чуть ли не самой сильной на планете. Она способна походя дойти до Ла-Манша, попутно захватывая столицы ведущих европейских стран, Варшавы, Берлина, Парижа. Но тут оказалось, что она уперлась в Бахмут, и более 8 месяцев шли активные боевые действия без каких-либо видимых результатов для путинских солдат и наемников. Очевидно, что путинская армия смогла захватить Бахмут после того, как фактически она его уничтожила, стерла с лица земли с помощью своей авиации, с помощью артиллерии. И тут вариант следующий. Россия не могла дать заднюю, потому как необходимо было реализовать ну, хотя бы эту малую часть плана Путина. Мы же помним задачу от Путина до конца марта 2023 года полностью освободить от украинской власти всю территорию Донецкой и Луганской области. Не случилось. Затем до 9 мая взять под контроль Бахмут. Не случилось. Да, они мотивом катанием россияне захватили руины Бахмута. Но какая теперь ситуация развивается? Вокруг Бахмута. В самом Бахмуте находятся российские чмобики, ведь ЧВКшники от Вагнера, собрав все, что от них там осталось от них немного, вышли в летние лагеря, в учебные центры, сейчас зализывают раны, пытаются восстанавливаться. На их место зашли российские десантники, российские мотострелки. Но справа и слева от них на пригорках находятся украинские силы обороны. И они, пусть медленно, тем не менее, продвигается вперед, беря в полуокружение населенный пункт. Безусловно, ввязываться в городские бои, в городской застройке, хотя понятно, что от застройки там мало что осталось, в основном руины, но в любом случае заходить в город крайне опасно. Там каждый дом или его остатки – это крепость. А вот взятие в полуокружение, в окружение этого населенного пункта, это значит перерезание коммуникаций. Без боеприпасов, без продуктов питания, без воды долго российские оккупанты, которые находятся в Бахмуте, не протянут. Они сами будут проситься на выход и будут пытаться тем или иным образом убежать из этого города. Я думаю, что всему в свое время. Но опять же, не факт, что в ближайшей перспективе, в перспективе нескольких недель, нескольких месяцев, все внимание будет сосредоточено вокруг Бахмута. Много иных, не менее важных участков фронта, где в настоящее время активизировалась украинская армия. Совершенно очевидно, что вся эта активизация происходит в соответствии с единым планом и с совершенно очевидной миссией. Максимальное ослабление военного потенциала путинской армии, и освобождение наших территорий в границах 91 года. Вот сейчас, знаете, скажу, наверное, такую крамольную вещь. Но вот среди всей вот этой российской, выражаясь жаргоном, мишпухи, Пригожин, наверное, единственный, кто понимает, что успешное наступление вооруженных сил Украины неизбежно, и иногда
говорит правду. Ну, хотя сломанные часы тоже дважды в день не врут, да, но вот Пригожин, наверное, единственный, кто хотя бы иногда говорит правду. Ну, достаточно посмотреть последние его несколько интервью, где он сказал, что украинская армия самая мощная в мире, где он просто матом накрыл Шойгу, матом накрыл весь генеральный штаб России. Ну, сложно с ним не согласиться в его нецензурной лексике в отношении Шойгу и Герасимова и прочее. Ну, а другое дело, какой он сам, но это уже другой вопрос. Но вот как вы думаете, отход Вагнера, главы ЧВК Вагнера со своими войсками от Бахмута свидетельствует о чем и почему все-таки в своих заявлениях, в своих высказываниях он настолько ну, смел? А, Смел, потому что чувствует силу, чувствует прикрытие сверху. Ведь мы с вами детали не знаем, для кого, ради кого разыгрывается весь этот спектакль. С одной стороны, вечно молчащий Герасимов, с другой стороны, делающий удивительные заявления Пригожин. С третьей стороны, есть такой себе Кадыров, который то обнимается с Пригожиным и говорит: мой дорогой брат, то делает достаточно контроверсийные заявления в его адрес. Непонятно. Иногда складывается впечатление, что весь этот спектакль разыгрывается для российского общества. Мол, смотрите, у нас есть дискуссия, у нас есть разные точки зрения, но в ходе этой дискуссии все совершенно четко определяют свою российскую позицию и позицию, скажем так, сторонников сильной, единой, неделимой, самой могущественной на планете державы Российской Федерации. И очевидно, что тут, я думаю, даже следует обращать внимание не на заявления, а на действия. В настоящее время фактически все подразделения ЧВК «Вагнер» выведены в летние лагеря. На фронте есть подразделения, которые подчинены непосредственно Кадырову, но они созданы из числа жителей Российской Федерации не чеченского основной национальности, так называемый полк Ахмат, а личная гвардия Кадырова, так называемые кадыровцы, они находятся непосредственно в Грозном, в Чечне и не принимают участие в боевых действиях. Поэтому я думаю, что за этой ситуацией следует наблюдать, но я не думаю, что она приведет к каким-то принципиальным такого тектонического уровня процессом самой Российской Федерации. А вот на что бы я внимательно смотрел и наблюдал за развитием ситуации, так это за действиями представителей Легиона Свободы России и Русского добровольческого корпуса. Потому как именно эти парни и девушки сейчас работают над реализацией очень важного кейса. Они пытаются разбудить российское сообщество от той самой многолетней спячки и обратить их внимание, что под руководством Путина Российская Федерация, извините за слово, наступит кирдык. И я думаю, что те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Белгородской области, они совершенно четко укладываются в следующую логику. В России идет гражданская война. С одной стороны, и РДК, и их побратимы, они граждане Российской Федерации. Они с оружием в руках борются на территории Белгородской области с путинским режимом. Им противостоят подразделения Росгвардии, российских пограничников, регулярная российская армия. То есть налицо в чистом виде гражданская война. И тут, опять же, я не могу не вспомнить логику действий российских генералов. Так называемые сопутствующие потери их не интересуют. На территории Грайворонского района Белгородской области было уничтожено более 500 зданий. Это жилые дома, это поликлиники, это магазины, это культурные центры. Но не могли 120 бойцов РДК развалить за полдня такое количество зданий, причем серьезно повредить. Кто эти здания развалил? Их развалила российская артиллерия, их развалила российская авиация. Причем артиллерия использовала в том числе ТОС-1, тяжелая огнеметная система «Солнцепек», последствия применения которых просто катастрофические. Она выжигает на земле все и вся. Плюс россияне использовали, кроме ракет авиационных, еще и управляемые авиабомбы. И боевая часть может составить 250 и 500 килограмм. То есть степень разрушений просто потрясающая. Еще раз я повторюсь. На территории Российской Федерации, где живут жители Российской Федерации, гражданские лица, российская армия бесцеремонно использует весь комплекс своих сил и средств, пытаясь уничтожить бойцов РДК и Легиона Свободы.
Я обращаю внимание, если в тех жилых домах жители, граждане Российской Федерации, которых, в принципе, та самая российская армия призвана охранять и обеспечивать их целостность и сохранность, россиянам все равно. Тем Мгм. самым россиянам, которые в погонах, за штурвалом самолетов или же на огневых позициях артиллерийских батарей выполняют те самые боевые задачи. Кстати, тут мы должны четко понимать, а почему же так часто стало происходить бавовна на территории граничащих с Украиной районов Белгородской области. Я поясню почему. С территории Шебекинского района россияне, используя артиллерию, наносят артиллерийские удары по территории Харьковской области. Мы должны за этим наблюдать? Безучастно? Нет. Мы будем вести контрбатарейную борьбу с целью уничтожения вражеских артиллерийских батарей. Ну а то, что россияне размещают свои артиллерийские батареи непосредственно вблизи с населенными пунктами, так это ответственность старост тех самых населенных пунктов, органов местного самоуправления, которые должны разговаривать с военными и пояснять, что не следует вблизи жилых домов мирных жителей Белгородской области размещать свои артиллерийские позиции. Ведь россияне фактически используют в таком случае мирное население как живой щит. Мол, украинцы не будут наносить удары по военным объектам, которые вблизи находятся с гражданскими объектами. Но россияне всякий раз забывают, что украинская армия уже имеет высокоточное оружие. Снаряд «Эскалибур». Один снаряд, одна цель. Реактивная система залпового огня «Хаймерс». Одна ракета, одна цель. Мгм. И плюс еще же вообще очень интересная тенденция, когда Киев за 3 дня до заявлений Путин не пострадал, и Белгородская область освобождена от оккупантов, да. И здесь же еще очень важен имиджевый удар, когда российская пропаганда там на протяжении 9 лет пичкала свою аудиторию тем, что НАТО планирует на них напасть, что вот если драка неизбежна, нужно бить первым, значит, нападем мы первыми, чтобы НАТО на нас не напало и так далее. И страна, которая на протяжении там 9 лет как минимум готовилась к войне с НАТО, даже не защитила нормально свои границы, когда условно 120 добровольцев, 120 человек могут просто пересечь границу с Россией, просто разбомбить контрольно-пропускной пункт и зайти в целую область Российской Федерации. Это очень, наверное, серьезный имиджевый удар и не сколько месседж внутреннему населению России, как месседж другим авторитарным государствам, у которых тоже есть условные свои там оккупационные амбиции. Условно можно даже говорить про Китай, да, который уже, как говорят многие аналитики и эксперты, там чуть ли не оккупировал уже Дальний Восток России. Грицом, простите, расскажу анекдот. Мгм. Путин, выступая на очередном совещании, рассказывает о том, что в ожесточенных боях с НАТО Российская Федерация понесла большие потери. Она потеряла почти 4000 танков, почти 8000 боевых бронированных машин. Она потеряла более 215 тысяч только убитыми российских солдат, а солдат, которые получили увечья и ранения, их число исчисляется до миллиона. Его помощники, его собеседники, Путин спрашивает, а НАТО что? А НАТО не пришло. К сожалению, мы должны с вами констатировать следующее. Путин абсолютно не договороспособен. Путин продолжает верить в ту самую иллюзию, в которой он сможет изменить ситуацию в мире, потому как она его не устраивает. Он пытается создать условия, предпосылки к тому, чтобы с Россией якобы начали считаться. Но как можно считаться с государством, которое по сути своей является государственным агрессором, которое не создает предпосылки для безопасного проживания на европейском континенте? С таким государством необходимо вести абсолютно жесткую работу, и эта работа должна закончиться тем, что это государство как таковое должно прекратить существование. Будет ли его на месте иное государство или целое сообщество новых независимых государств, не столь принципиально. Важно уничтожить путинский режим, путинский диктат, потому как пока такое положение дел будет в самой Российской Федерации, никому покоя из стран соседей не будет. И тут очевидно, что единственный эффективный фактор, который способен изменить эту ситуацию, это украинские силы обороны. И нам необходима поддержка наших западных партнеров для обеспечения всех нужд украинских сил обороны. И нам необходима в том числе поддержка жителей самой Российской Федерации. Ведь будущее безопасное,
уверенное, проевропейское будущее жителей Российской Федерации напрямую от них зависит. Когда я слышу от своих знакомых из России, а что мы можем сделать, вот Путин уже много лет, у него репрессивный аппарат, у него армия, у него Росгвардия. На самом деле Украина является ярким подтверждением того, что с голыми руками, по воле, с зову, сердца можно противостоять и диктаторскому режиму Януковича, и тот факт, что за свою относительно короткую современную историю Украина уже пережила как минимум 3 революции, это свидетельствует о том, что самоорганизация общества, готовность к переменам, готовность выбирать лучшую жизнь для себя, для своих детей, это то, что объединяет. Объединяет и дает силы. Дает силы бороться с режимом, который имеет в своих руках армию, полицию, и там какие-то тайные структуры организации. Но тот, кто хочет изменений, тот не жалуется на жизнь. Тот берет в руки лопату или молоток, или какой-то иной инструмент, и работает над тем, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Ведь, собственно говоря, мы открываем Конституцию и читаем, кто есть власть в той или иной стране. Власть является народной. Народ является властью. А все остальные чиновники, аж до самого верхнего по статусу президента, они лишь являются теми самыми рычагами, с помощью которых народ реализует свое право власти. И тут я вновь и вновь повторяюсь, бойцы РДК и Легиона Свободы сейчас делают очень важную миссию. Они с помощью оружия пытаются донести этот месседж гражданам Российской Федерации, что именно от них зависит будущее их самих. Ну а мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы Россия была вменяемой, спокойной страной. И как еще в 2014 году я обращаюсь к россиянам, говорил, возвращайтесь домой, оставляйте свое оружие дома, а приезжайте нам в Крым отдыхать. Я думаю, когда-нибудь эту фразу я повторю жителям уже новой, обновленной демократической России. Потому как Крым, наш родной Крым, это место, где нужно отдыхать, оздоравливаться, набираться впечатлений, изучать историю, хорошо проводить время. Но это точно не военная база. Военным в Криму, тем более оккупационной власти, ничего делать. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Чохсагон, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Teşekkürler. И слава Украине! Героям слава. Saygılar arkadaşlar, biz yayınımızda yekünlemek mecburiyetindemiz. Arbiy analitik bizle canlı bağdaydı. Vladislav Seleznев özde Kırım'dan. Nevbetiki yayınlarımızda görüşkence ve Kırım'da inşallah görüşkence.